Друзья, мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Буквально через пару дней мы группой из города Якутска вылетаем в город Новосибирск для участия в общесибирском велопробеге, который будет проходить по дорогам и тропам Горного Алтая. Нам предстоит в автономном режиме на велосипедах пройти больше 3 дней. И, соответственно, сегодня у нас такой тренировочный выезд с командой. Я сам на прошлой неделе выезжал на этом велосипеде, тоже загрузил по походному, и выявились некоторые нюансы, как, например, после замены цепи у меня выразился износ кассеты, то есть задние звезды, средние ряды, они перескакивали. Так, ну, чтобы не быть голословным, давайте сейчас посмотрим, как это выглядит. Итак, у меня сейчас 3-я большая звезда, небольшой подъем, и я иду, по-моему, на 2-й или на 3-й задней звезде. Делаем нагрузку, вот, она работает вроде нормально. Переключаем следующую. Нагрузка. Нормально. 5-я или 4-я. Вот. Цепь проскальзывает. Следующая цепь. Следующая звезда тоже. Так, следующая тоже. Следующая тоже. Вот это работает нормально. И следующая 9-я. Так, на 2-й. Работает тоже неплохо. В общем, среднее звенья у меня износились, и это не есть хорошо. И в целом этот заезд показал некоторые нюансы, в том числе и с тормозами. Тормоза были старые, гидравлические, и также рекомендуется в длительные походы, в автономные, ставить механические дисковые тормоза, так как их можно в полевых условиях отремонтировать. Вот, поэтому гидравлику я поменял на механику, заменил руль, так как мой руль был достаточно низкий, и из-за этого сильное давление было на руки. Поэтому я не стал регулировать его выносом, а поменял руль с таким большим изгибом, и, соответственно, чуть-чуть, где-то сантиметра на 3-4 он выше. Ну и шире, можно сказать. Вот. Также была заменена кассета 9-скоростная. Сейчас вот мы сегодня выехали сюда, уже в целом все работает как надо. Велосипед по технической части готов к велопробегу. Вот. Ну, сейчас хотелось бы немножко коснуться того, что я буду брать с собой в этот велопробег. Велосипед загружен, соответственно, велоштаны сзади. Здесь практически все вещи, которые я планирую с собой взять. И на руле есть гермомешок нарульный, в котором также есть вещи. Вот, ну, давайте немножко поподробнее об этом расскажу. И, возможно, так как сегодня у нас есть опытные велосипедисты, которые проехали уже немало километров не только по республике, по нашей, а также и за ее пределами, в том числе и по Монголии. Вот, Евгений Никифоров в том числе здесь находится. Сейчас я пока покажу, что у нас есть, потом его позову, и он, возможно, сделает некоторые коррективы. Потому что для меня этот велопоход, он впервые. Я в первый раз еду на такой длительный автономный велопоход. Так, ну, давайте начнем. Поехали. Испытано на себе. Так, ну, начнем спереди. Здесь у нас пенка. В этом гермомешке сюда поместилась палатка, надувной матрас, 2 дождевика, соответственно, на меня и на велоштаны. Тут вот такую я сумку приспособил для того, чтобы под рукой была вода. Здесь будет пауэрбанк. Ну и, соответственно, в принципе, вписалась это вообще сумка для термоса. Вот она достаточно хорошо сюда зашла. Я смотрел на
такие вот есть велокормушки называемые, так называемые, они также крепятся сюда на руль. Они обычно чуть меньшего размера, но в целом здесь у меня даже все как-то встало как родное. Вот. Здесь бутылка мягкая на 1 литр и достаточно быстро достается. Так, крепление для велосипеда, для телефона я, скорее всего, сниму. Ну, посмотрим, в общем. Так, дальше, что еще? Здесь находится такой подсумок треугольный, тут ключ, педальный ключ и смазка для цепей. Еще что-то туда можно положить. С этой стороны более объемный карман. Тут пока находится велозамок, но в походе он не нужен будет, здесь будет что-то полезное. Так, теперь переходим к велоштанам. Сверху я разместил вот такие две сумки. Здесь это сандалии и неопреновые носки. Неопреновые носки, они для перехода бродов. Ну, я так подумал, что в целом как бы сами по себе шлепки, они нужны в велопоходе. Хотел еще взять что-то типа, там, не знаю, резиновые сапоги или галоши для перехода бродов, но вспомнил, что у меня есть неопреновые носки, и, соответственно, они сюда также поместились. Их можно будет надевать на ногу и, соответственно, сверху уже надевать сандалии. Так как во время перехода завтрак и ужин будет в лагере, а в обед надо будет как-то самому питаться. Это газовая горелка. И здесь котелок. В общем, все, что нужно для еды, для приготовления, для разогрева воды, для кипячения, находится в этой сумке. Кроме газового баллона. Газовый баллон находится вот здесь. В целом все вроде надежно, прочно стоит. Здесь понятно, это ключи, ремкомплект для шин и что-то еще. Ну, в общем, инструменты находятся вот в этой сумочке. Так, кстати, забыл поставить наручник. Вот так. Велосипед теперь заблокирован. Идем по карманам. Наверху лежат дополнительные перчатки, туалетная бумага, пакетики. Следующий карман. Здесь газовый баллон. Вот, кстати, немножко еды. Так, солнечная батарея. Ее, кстати, тоже надо было бы проверить. Но солнце только что вышло. Переходим в следующий большой отсек. Тут вот такая 3-литровая емкость для воды. В целом здесь у меня есть еще фильтр. Можно будет поставить, если набирать воду из родников или рек. Можно будет ее фильтровать. Это набор перекуса. Всякие батончики. В общем, на дневной переход, чтобы поддерживать силы. Чехол для очков. Так как у меня съемка идет, то здесь у меня такой подсумок с всякими штуками, крепежками. Дальше такой ящик для камер, микрофонов. Все находится здесь. Ну, мало ли будет дождь и будет защищать, в том числе от возможных падений, чтобы никаких проблем с техникой не было. Минимизировать риски, так сказать. Так, далее аптечка. Так, ну вот это я не буду брать, это у нас гамак. Гамак в целом хорошая вещь, но в этой поездке он будет лишним, потому что весит достаточно хорошо и
скорее всего, будет не до гамака. Так как пенка вот это будет использоваться в основном в лагере, я его положил сюда, чтобы ящик с техникой особо, ну, имел такое немножко демпфирование, да, пружинил, чтобы он сильно не бился. Так, всякие дополнительные инструменты, мультитул находятся здесь, в этом подсумке. Если будет дождь, я взял тент, он такой небольшой, там, по-моему, 3 на 3 метра, ну, чтобы в лагере укрывать вещи, ну, или растягивать его, чтобы дождь не капал. Так, дальше. Так как будут броды, соответственно, здесь 2 гермомешка. В этом у меня чуть-чуть одежды, пермуха, полотенце маленькое и спальник. Так, ну, спальник доставать не буду. Спальник лежит вот здесь. Чтобы штаны и форму сейчас не потеряли. Больше здесь ничего нет. Так, и второй гермомешок. Тут находится пуховик, теплые штаны, сухие вещи, в общем. Так, ну, переход будет дневной, возможно, будет дождь, и чтобы на лагерь приехать и переодеться в сухое. Так, по этой части все. И вот здесь, соответственно, лежит такой нож, топор, все 3 в одном, и насос. Насос я решил не вешать на раму, потому что будет грязно, чтобы он особо не пострадал. Так, и с этой стороны у меня будет термос. Ну, причем термос такой, что можно, я забыл, как называется эта технология. Тут можно заварить либо кофе, либо чай. Френч пресс, вспомнил. И он хорошо помещается в эту часть. Вот и все. Сейчас позовем Женю, и он скажет свое веское слово. Если вы задумались о приобретении автомобиля, то для вас в городе Якутске открылся новый дилерский центр автомобильных марок Амода и GQ. По информации на апрель 2025 года, бренды Амода и GQ имеют более 1300 автосалонов в 44 странах и регионах мира, а количество проданных автомобилей приближается к 500 тысячам единиц. Технологичные, комфортные автомобили по приятным ценам можно посмотреть в дилерском центре по адресу город Якутск, Покровское шоссе, 5-й километр, строение 34. Друзья, приходите на тест-драйв. В это время Евгений был немного занят. Были у команды пара палаток, которые нужно было проверить, и он помогал в сборке, разборке, проводил небольшой инструктаж. И колышки убрала же, да? Евгений сейчас закончил инструктаж по установке палаток. Вот, сейчас я ему покажу свои вещи, которые я взял, и он скажет, может быть, я что-то лишнее взял, а может быть, что-то, наоборот, не хватает. Не добрал. Так, ну, Жень, смотри, значит, ну, то, что лежит на улице, да, так. Здесь у нас, ну, это камеры, тут лежат. Ну, это необходимая вещь, Да, безусловно. вот это я не буду брать, это гамак. Угу. Вот это тент 3 на 3, ну, он достаточно такой легкий. Тент, кстати, классная вещь на команду, если вдруг идет дождь и необходимо пообедать в сухости, да, приготовить обед или ужин, то крайне полезная вещь, он, ну, довольно не тяжелый и достаточно компактный. Вот его можно подумать, да, то есть брать не брать, если останется место и вес, то обязательно нужно взять.
Ну, это у меня здесь мультитул, там всякие штучки, короче. Ремнабор. Фонарик, да, здесь находится. Это еда, Прекрасно. она Супер. ходовая на день. Так, обратите внимание, это гидромешок, то есть мешок, который не пропускает влагу для документов, для еды, которая может намокнуть. Да, это очень хороший выбор. Пенка, так как она только в лагере нужна, я ее подложил внутрь, посерединке, и на нем лежит ящик с аппаратурой. Да, все верно. Она смягчает, Ага. амортизирует. Так, Так. дальше. Вот это 3-литровая емкость. Сюда можно воды набирать, тут еще фильтр будет, ну, если из реки там и так далее. То есть, и потом можно будет ее оттуда доставать и Да. наливать основной. Прекрасный вариант. Она более такая гибкая, нежели бутылка, и может где-то занять вот совсем немного места. А в случае, если она пустая, так вообще не занимает Ну да, места, да. получается. Супер. Ага. Так, солнечная батарея, но это такая вроде фирменная, но как показала практика, как будто он не особо заряжает нормально. Не Но хватает в целом, мощности если как будет будто. яркий день, ну, грех мне воспользоваться, да? Ну Хотя да, да. весит. Ну смотрите, вес, в принципе, да, это как у пауэрбанка, да, получается, среднего, да. как у 10-15 тысячного пауэрбанка. Замечательная вещь, мы в походах много раз тестировали, в походах по Магадану, по Монголии. Очень полезная штуковина, можно одновременно, там несколько портов, наверное, можно заряжать 2 гаджета, может быть 3 гаджета. Ну, там я буду пауэрбанк заряжать. Да, либо пауэрбанк, а один потом выход. уже пауэрбанк Да, будет да, отдавать, да, да. Классная вещь, если по весу сочтешь, что позволяет вес тебе ее вести, то супер. Она компактная, она Ну и куда-то погоду вставилась. посмотреть, если будет Если пасмурно, солнце, вообще да, смысла нет. Да. Солнечно, да. Напоминаем, что солнечная панель заряжает оптимально, максимально, когда стоит под 90 градусов к Да, а солнцу. тут в походе, получается, она просто сзади будет висеть. Да, все верно. Ну, это очень хороший гаджет, современный, Так, это, актуальный. это еда у нас. Так, здесь у меня для съемок всякие крепежки, там штативчики, чехол для велоочков. Такой вот баллончик, ну, наверное, одного мне хватит, наверное, на дневные всякие. Но, возможно, я что-то думаю, так как с ним еще идет переходник, на как На танговый на танговый, баллон, да, да. баллон. Поэтому думаю, может быть, просто в Новосибирске, так как баллоны нельзя перевозить в самолете, я думаю, может быть, взять все-таки цанговый. Цанговый, да. Да. Он как-то немножко практичнее, он такой как бочоночек получается, и у них есть просто разные объемы. Здесь только это 230-ка, по-моему, да. Да. Цанговый может быть 220. сотка, 230 и 450. То есть, в принципе, можно да, взять цанговый. Но баллон газовый, если есть горелка, конечно, с собой лучше ввести, потому что в экстренных ситуациях, где-то в дождь, в лютый ливень, в снег, это поможет нам просто приготовить что-то. Да, зато минус баллон такой длинный и минус переходник. Да. Ну, аптечка чуть побольше будет, ну, вот пока такая. Аптечка, да, тоже Так, крайне пойдем к полезная велоштанам. штука. Давай смотреть дальше. Вот это все чисто теплые, сухие вещи. Тут у меня пуховик, теплые штаны даже, на всякий случай, если будет сильно холодно. И там комплект сухого, типа, одежды. Ну, на замену, Да, если что. Он почти до конца идет. Да, тоже обратите внимание, тоже гермомешок, это 30 литров, да, наверное? Причем я еще так обычно мы ездим там на лодках, там особо объем, ну и вес не особо учитывается. А так в целом здесь есть клапан, и очень удобно его зажать, и как бы он такой более компактный. Становится Да, компактный, пуховик да. точно зажимается. Класс. Тут у меня тоже гермомешок, здесь просто это, наверное, сюда переедет. Так, полотенчика, это одноразовое, ну и не одноразовое, как оно, маленькое, компактное. И там спальник. Да, супер, отдельный мешок для Да. спальника, это действительно очень здорово. Это микрофибровое полотенце, Да. получается, да, обратите внимание, оно Быстро очень сохнет. компактное, быстро сохнущее, да, прекрасно вытирает, прекрасно впитывает воду. Так, ну здесь насос-нож, тут термос будет. Так. Здесь я отдельно вынес то, что в быстром доступе, допустим, надо брод пройти, снял, и тут у меня получается шлепки с неопреновыми носками. Замечательно, да. Здесь у меня котелок, ну все, что нужно, там и горелка. Котелок, горелка. Чашка, котелок, Ну да, который там будет играть роль тарелки. Котелок почти, ну как такой этот армейский. Ага. Он, в принципе, Да, ну да, классический, проверенный годами, десятилетиями. Да. Здесь у меня ключики разные, ну, наборчик. Тут пока велозамок лежит, но я думаю, его уберу. Там будет полезная какая-нибудь нагрузка. Еще. И с той Тоже для стороны, быстрого доступа. по да, сути. здесь смазка для цепи, педальный ключ. Тонкий. Супер. Ага. Эту штуку я приспособил как кормушку, ну, там для термоса, так, по идее. Ну, вот сюда вот такая литровая банка, здесь пауэрбанк, ну, еще что-нибудь, мелочевка. Тут у меня палатка, 2 дождевика на себя, на велоштаны, потом этот
надувной матрас. Женя красиво ездить, походу, не запретишь, да. Ну, это на самом деле комфорт, и надувной матрас, он, по-моему, дает достаточно большую толщину от земли, что весной может быть актуально. Это простойка очень хорошая. Размером он примерно как вот эта бутылка, чуть-чуть побольше, наверное. Замечательно. Но я думаю, мы увидим, как он в деле. У нас 3 ночи будет на Алтае, и посмотрим, как ощущение Руслана в конце поездки. В целом как-то так. Я думаю, вот это лишнее, наверное, для телефона. Держатель для телефона, да, лишний. Это однозначно, смысла в нем, наверное, нет. А скажи, пожалуйста, у тебя запасная камера, это где-то в комплекте? Камеры, знаешь, что тоже, я нашел дома камеры, их целых 4 было, накачал. 2 точно с дырками, я их, изначально можно заремонтировать, но... в принципе, да. А так 2 целые есть, и я их оставил в надутом состоянии, чтобы посмотреть, какая она. То есть 2 камеры будет, единственное, у меня покрышки нет. Да, покрышка это тоже достаточно важно, потому что на Алтае могут быть какие-то камни острые, скальник местами. Будем надеяться, что ничего не произойдет, но покрышка, наверное, желательно, если вдруг попадется, потому что дело в том, что у Руслана здесь довольно редкий сейчас диаметр колеса, это 26 дюймов. Вообще, надо сказать, это довольно редкий велосипед. Это модель 2007 года, велосипеду 18 лет. Я только в этом году ему цепь поменял, в общем, и покрышки 26-е. Да, не знаю, они это вроде бы олдскульные. Они пройдут Алтай однозначно, но не дай бог что-то случится, да, покрышку поменять на какую-то из наших запасных не получится, потому что сейчас у всех, маркетинговые такие веяния в моде, это либо 27,5, либо 29. То есть, если в команде будет 29-я покрышка или 27-я, то сюда она не встанет, но будем надеяться, что покрышки еще придут не один десяток лет. Ты прям, ты правильно сейчас заметил, я планирую, наверное, в Новосибирске тогда зайти, взять покрышку 26-ю. Какую-то самую простую, самую легкую, самую дешевую покрышку, потому что если что случится, то без покрышки придется идти пешком, а так хотя бы будет... И потом ее выбросишь в конце. Слушай, здорово. А по фонарям что у тебя? Там довольно рано темнеет, и нам нужен будет свет. У меня фонарь, который там лежит, он крепится, он налобник, но также есть переходник на этот. Но здесь из-за того, что я повесил велобаул, соответственно, крепеж как-то... Если будет светить велобаул, будет засвечивать. Да. И поэтому в целом у меня там для съемок вот такой есть кронштейник. Выносной. На него я как-нибудь приспособлю вот этот момент. В общем, это да, будет. В крайнем случае на лоб надену там как бы. И, соответственно, задний красный фонарь есть. Вот, как-то так. Замечательно. Это вот мы увидели правильный базовый комплект велотуриста. То есть, в принципе, здесь не убавить, не добавить, а остальное уже личные предпочтения. То есть, кто-то берет, например, надувные подушки, кто-то берет там несколько пар обуви, кто-то берет одежду для лагеря. Еще надо обратить внимание, что у Руслана есть шлем, он просто сейчас в нем, поэтому на камеру он не попал. Шлем, очки, мы за безопасность, поэтому вся наша команда, вся наша группа будет, конечно, в велошлемах. Это может реально спасти, уберечь от травм. Еще обратите внимание на велорюкзак Пик объемом 65 литров. Здесь у него предусмотрены лямки для переноса рюкзака вне велосипеда, для переноса на спине. Не знаю, насколько они актуальны. В принципе, в некоторых условиях их используют, когда, например, серьезные броды, накинул рюкзак на плечи, велосипед катишь и взял. Но поедут они с Русланом или нет, это пока еще открытый вопрос. С другой стороны, сегодня Евгений показал такой способ переноски без этих лямок, и он в целом хороший. Надо пробовать. Да, надо попробовать, и если все будет нормально, то лямки я тогда оставлю. В первую очередь на привале, на длительном привале, это вечером, например, да, или если мы надолго останавливаемся, нам нужно будет снять с велосипеда велоштаны. Это одно из самых основных занятий, потому что делать это придется часто. Например, при погрузке куда-то, при выгрузке, при затаскивании велосипеда в жилье, например. Вот некоторые моменты ювелирные такие лучше делать, конечно, без перчаток, потому что перчатки хоть и хорошо, вот видите, здесь уже все идет гораздо проще. Поэтому все сейчас снимаем велоштаны, не смотрим, не стоим, развязываем свои тесемочки, велоштаны мы сейчас все снимем, потому что мы будем упаковывать велосипеды. Вот так вот взял, как, допустим, не знаю, как сумку, да, как какие-то вот такие штуки, и снял. Снимаем, крепятся они с двух сторон, спереди, сзади, очень просто. Сейчас на паре-тройке таких крепежей мы все это дело увидим. Сразу хочу рассказать, как
пока остальные снимают, как можно велоштаны переносить на себе. У многих велоштанов, да почти у всех, есть лямки, которые позволяют их носить как рюкзак. Накинули на спину и спокойно понесли. Но эти лямки в то же время добавляют какой-то ненужный объем, вот эти все хлястики, это все вот это вот мешается. Поэтому велоштаны сделаны удобно под форму плеча. Мы просто надеваем их на плечо, как на багажник. Все, у нас с вами свободные руки. То есть можно просто идти катить велосипед или слегка придерживая, подниматься по лестнице и так далее. Ой, да. Вот таким образом, без лямок можно переходить броды, можно подниматься по лестницам. То есть они у нас, максимум они могут замарать одежду нашу верхнюю, которая, и без того грязная, туристическая. Супер, да, здесь еще флягодержатель. Это какая-то, видимо, дежурная фляга, да, для воды будет здесь. Ну, а у меня обычно здесь 0,5 пластиковая бутылка, я вот так сверху, с головой кладу. Да, чтобы можно дополнение было, к этой. да, да. Вот это, в принципе, мне понравился. Вода, она лишняя не будет совершенно. Очень правильно взята смазка для цепи. Еще бы я посоветовал взять тряпочку какую-то техническую, потому что протирать цепь и какие-то там элементы трансмиссии тряпочкой можно точно, значит, у меня вот в этом кармане будет тряпочка, перчатки рабочие. Перчатки рабочие, смазка, соответственно, рядышком у тебя там. Так, а я не увидел или, может быть, прослушал насос велосипедный. Насос есть? Ты показывал, он там будет. В целом... Ремкомплект тут. Все, да, тогда без проблем. В общем-то, да, вот так вот, друзья, должен выглядеть велосипед, который планирует... велосипед с ездаком, который планирует проехать 260 километров по горно-алтайской местности. Все, прекрасно. Спокоен. Ты готов? Да. Слава, Евгению спасибо за консультацию. В целом, значит... у меня даже трекинговая палка есть. Одна, но она выполняет немаловажную функцию. Да, немаловажную функцию. Вот. В целом сейчас велосипед достаточно стабильно стоит на ручнике. Вот, и... Так, я подумал, в дороге в любом месте зато можно встать, не искать палки там и так далее. Просто... Если уклон есть, поставил на ручник и на... Да, потому что мы не зависим просто от каких-то там деревьев, столбов. Вот сейчас чистое поле, поляна, и вот, как вы видите, велосипеды некоторые лежат, а вот у Руслана, например, стоит, опершись на палку. У кого нет подножек, а подножек нет у всех, потому что в велотуризме подножки — это некий атовизм. Зашквар. Да, это не по-пацански. Она добавляет вес, это дополнительные какие-то крепежные узлы, которые могут разболтаться. Это, в конце концов, забивание грязью и так далее. Тру велотуристы подножки не юзают. Чувствую, что в комментариях будут гневные комменты от любителей подножек. Еще будут гневные комментарии после этого. Женя, хочешь? Расскажи мне. Я не знаю, я как начинающий велотурист подумал, хорошая идея. Так, ставим велосипед на склон. Сейчас у нас Руслан покажет ноу-хау. Какой-нибудь склон, да? Новый триггер. Вот отсюда велосипед у нас скатывается, да? Вот так Это вот, да? случай, если парковка велосипеда На горе. происходит на горе. Да. Так, внимание. Ставим велосипед на ручник. Это вот такая штучка. Нажимаем тормоз. Смотрите, какой интересный лайфхак. Так, теперь велосипед стоит на месте. Берем трекинговую палку, как бы это странно ни звучало. Да, трекинговые палки имеют несколько функций. Вот мы видим, здесь у него не прокачанный ручник, он немножечко уже разошелся. Разошелся ручник? Это там, в процессе. Это просто и хорошо закрепил. Трекинговая палка. Ставим. Так, облокачиваем на нее. Так, Да, здесь тормоз, да? разошелся ручной тормоз. Сейчас мы его зафиксируем. Надо другую Тяжечку. Да. Вот смотрите, да, велосипед стоит как бы на тормозе. Нет, тормоз не работает у нас. Работает. Надо доработать момент. Развенчано. Нет, подождите. Подождите сейчас. Тем не менее, трекинговая палка также может сыграть на ножки. Вот вы видите, как велосипед неспешно падает. В общем, что я хочу сказать, Руслан. Это полная... Да, все. Это фиаско, Нет, это почти рабочая модель, просто видите. Я понял, сейчас. Делаем следующим образом. Убираем всю тяжесть с велосипеда. Мы же на стоянке, можно снять, если они где-то, да, стяжка. Так. И как следует примотать ручку тормоза. В этих случаях еще скотч очень хорошо помогает. Мотать
скотчем или... Вот, всё. Смотрите, все, рабочий годный лайфхак. Прямо при вас. Стоит на склоне, трекинговая палка, немножко манипуляции с ручником. Вуаля. Да. Ну все, рабочая схема. И это очень удобно, когда нужно получить доступ к велоштанам, не поднимать его с земли, например, да, подошел, что-то достал, велосипед устойчиво стоит, и благодаря вот такому необычному ручному тормозу, стояночному, он никуда не укатывается. Мне кажется, это здорово. Все, спасибо. Испытано на себе. День вылета настал. Сегодня рано утром в аэропорту города Якутска собирается наша команда. Нас из города Якутска летит 9 человек, соответственно, в Новосибирск. И, конечно же, вчера очень много времени потратил на то, чтобы все запаковать, чтобы оставить лишние вещи. Ну, конечно, сам велопробег покажет, какие вещи были лишние, какие нет. Но самые главные вещи, это, конечно, друзья, в любой поездке документы. Ну, во-первых, нельзя забывать паспорт гражданина Российской Федерации и, соответственно, полис обязательного медицинского страхования компании «Сахамедстрах», который позволяет получить бесплатную медицинскую помощь по всей России. Но сейчас мы встретимся с нашими участниками и, конечно же, будем проходить регистрацию. Температура воздуха плюс 15 градусов. И местное время 8 часов 51 минута. Итак, мы в Новосибирске. Сейчас полет прошел нормально. Половину пути я спал, потому что не выспался. Мало времени ушло на сон в Якутске, где-то 1,5 часа. Вот, зато в самолете и поспал, и поел. В общем, сейчас нам предстоит разобрать все велосипеды, собрать, вернее. И нужно будет проехать порядка 20 с чем-то километров до квартиры, где будем размещаться. Вот. На это уйти должно где-то по расчетам около 2 часов. В общем, я никогда из аэропорта на велосипеде еще не выезжал. Так, в велочехол влезает достаточно большое количество багажа, как видите. И в целом, вот изолентой не стоит завязывать. Изолента у меня порвалась. Так, посмотрим. Нужно посмотреть визуально, как себя чувствует велосипед. Потому что во время перелета, переноски могло произойти все, что угодно. Так, колесо.
все вроде нормально. У нас происходит сборка велосипедов после перелета. На первый взгляд ничего в целом не пострадало. Ну, сейчас мы это все соберем, начнем кататься, посмотрим, как переключатели, как это все работает. Сейчас уже выявилась небольшая прикольная проблемка. Кое-кто забыл дома эксцентрик, это зажим для колеса. И если это так, то велосипед будет не на ходу, придется ехать на такси и в магазин и покупать эксцентрик. В целом, вроде бы все доехало прекрасно, процесс сборки, он настолько увлекательный, что мы аж вспотели. Я думаю, минут через 20 мы уже будем на колесах и двинем в город. Перед погрузкой в самолет мы спустили колеса, приспустили шины, чтобы давление при подъеме, при наборе высоты, ну, не повредило покрышку. Не знаю, может это миф, но тем не менее, когда нам принесли еду, пакеты запакованные были раздутые. То есть давление, конечно, наверху понижается. И если у вас покрышка перекачанная, мало ли что могло случиться. Я, кстати, однокрупную по танкам видела. Ну, на нашей. Итак, ну, мы добрались до одной из квартир, куда будем заселяться. Что касается меня, здесь оставляю велосипед, потому что отсюда потом своим ходом мы завтра вечером поедем до автовокзала, до места загрузки. И я поеду к своей тете, которая живет здесь, в Новосибирске. Вот, и, соответственно, увижусь с ребятами уже завтра. Но велосипед и вещи походные остаются здесь. Друзья, продолжение истории о нашем участии в общесибирском велопробеге по Горному Алтаю смотрите уже в следующем выпуске передачи «Испытано на себе».